Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Эксперты обсуждают роль вузов в инновационном развитии страны. В Якутске проходит форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России». Участники говорят об эффективных кейсах для цифровой трансформации экосистемы вуза. Сегодня в нашей студии один из организаторов форума, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сжонов. Евгений Станиславович, здравствуйте. И первый вопрос, как один из организаторов форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России». Какую цель и задачи вы могли бы определить для этого мероприятия? Здравствуйте. Форум не просто так проходит в Якутске, это действительно большая геостратегическая территория, и это признано всеми организаторами. У нас несколько министерств, Миноборнауки, Министерство просвещения участвует, Росмолодежь и так далее. И очень важно, что он проходит не в Москве, подальше от столицы, потому что Москва избалована разными спикерами топ-уровня, но страна-то большая, и задачи нужно решать в разных ее уголках. Поэтому я очень рад, что на нашу идею провести форум далеко от Москвы, провести форум в Якутске. Многие откликнулись, приехали. Задача сейчас год науки и технологий. Соответственно, университет находится в самом центре и является такими драйверами развития территории. Поэтому проводим в Якутске. На форуме широко обсуждается вопрос цифровой трансформации вузов. На чем, на ваш взгляд, этот процесс должен строиться? 6 числа в городе Иннополис, в Татарстане, прошло большое выездное совещание, которое проводил вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр Валерий Фальков. И задача стояла ключевая — это цифровая трансформация кадров. Кадры для цифровой экономики. Для того, чтобы все процессы в образовании, в науке шли быстрее, в стране не хватает примерно 1 миллион специалистов. Вот это одна из ключевых задач, которую мы и на форуме здесь, в Якутске, вчера и сегодня продолжим обсуждать. Цифровая трансформация кадров, какие кадры нужны, как университеты должны готовить, с кем партнериться, с бизнесом, с наукой и так далее. Вы много общаетесь с ректорами российских вузов, уже увидели наш Северо-Восточный федеральный университет. Преуспел ли наш главной вуз Якутии в цифровой трансформации, на ваш взгляд? Тот факт, что мы проводим форум в Якутске, а желающих было достаточно, поверьте, губернаторы говорили: давайте к нам, мы продвинутые, конечно, говорит о том, что федеральный университет, северо-восточный, он развивается, он заметно развивается. Об этом говорили вчера все участники, начиная от главы Якутии, далее руководителя ФК «Системы» Евтушенков, руководителя РАН, которые впервые за 25 лет, кстати, приехали в Якутию. Я говорю о президенте Российской академии наук. Конечно, университет на хорошем шагу, конечно, у него есть амбиции, у основы ректор, который там 1,5 года работает, но уже один факт. Вчера именно в Якутии собрались руководители 10 федеральных университетов, и здесь впервые за долгое время были сформированы тезисы, там порядка 5-6, которые коллеги подадут в Миноборнауки как предложение развития именно для федеральных университетов. То есть в Северо-Восточном федеральном университете сейчас задается тренд развития для всех федеральных университетов России. Ну и подробнее хотелось бы услышать об этих тезисах, хотя бы вкратце расскажите. Когда примерно 10 лет назад создавались федеральные университеты, речь шла о том, что они будут такими доминирующими, объединяющими науку, образование, бизнес в своем макрорегионе. Соответственно, для Якутии, для соседних, даже для соседних регионов, Северо-Восточный университет, он именно такой. Но это касается и других вузов: Северо-Кавказский, Арктический, Южный федеральный университет и так далее. Но трансформация образования и науки идет. У нас появился проект 5100, где были выбраны несколько университетов, которые стали побеждать, стали занимать хорошие места в международных рейтингах. Появились опорные университеты. Сейчас на старте проект «Приоритет 2030» университетский, где будет отобрано порядка 100 университетов ведущих. А федеральные университеты, они как были, так и остаются доминирующими в своей области, но нужна была и продолжает быть такая необходимость в определенной перезагрузке с философией университета, вовлечь их в большие проекты. Вот мы для этого собрались поговорить, снова осмыслить роль, для чего они нужны в новых реалиях. С началом пандемии коронавируса практически все высшие учебные заведения страны почти год не функционировали, или перевели образовательный процесс в онлайн-формат.
Как вы считаете, эта ситуация может как-то повлиять на процесс цифровизации? Без всякого сомнения, ситуация с коронавирусом и с оперативным переходом на дистанционный формат, на онлайн-формат, дала мощные движение вперед, такой прорыв, потому что все оказались в форс-мажорной ситуации, когда нужно выживать. И надо сказать, что Северо-Восточный университет и в целом система образования Якутии справилась очень неплохо. Буквально за 2 недели министр Фальков перевел систему высшей школы на онлайн-обучение, и ваши коллеги справились, ну, прямо скажем, хорошо. Соответственно, за тот период, когда вузы были на дистанте, они много разработали, много адаптировали. И если, не дай бог, такая ситуация повторится, то все готовы. Ну, а если говорить в общем, процесс цифровизации вообще как может сказаться на образовании в будущем? Очень много слов было об этом сказано. Если кратко, несколько тезисов, то, конечно, перевод всего образования, длительный период на цифру, это не очень хорошо. Невозможно готовить инженеров, учителей, врачей. Но если говорить об отдельных аспектах, гуманитарные направления, социальные науки, то часто цифра прекрасно дополняет. Когда есть необходимость большую аудиторию вовлечь, когда есть необходимость инфографику добавить. Вопрос в том, что не все преподаватели готовы и хотят. Порядка 20%, как в начале пандемии, так и сейчас, говорят, что ну нет, мы в таком формате не хотим. Аудитория, доска, мел, мы хотим работать так. Эта проблема остается не потому, что преподаватели плохие, а потому что разные есть факторы, и возрастной, и ментальный. Именно поэтому работа по такой подготовке, прокачке преподавателей самых разных и возрастных, она очень важна, потому что у нас преподавательский корпус по всей стране разных возрастов, и отказываться от прекрасных, но возрастных преподавателей неправильно. Ну, когда-нибудь пандемия закончится, будем надеяться, в ближайшее время. На ваш взгляд, какую роль вузы будут играть после пандемии? Для университетов в национальных целях и в майском указе президента известно обозначена конкретная роль — это драйверы развития экономики регионов. Драйвер интеллектуального развития, экономического, самого разного, дискуссионного, в конце концов. Вот площадка наша дискуссионная, куда все приехали, она проходит в университете. Поэтому университеты и ранее играли, но сейчас еще больше будут играть роль, еще больше, потому что мы живем в год науки и технологий, и задачи, которые поставлены руководством страны для губернаторов, для их команд, это коллаборация в науке, в бизнесе. Почему? На форуме несколько взаимосвязанных линий. Молодежная линия, научная линия, университетская линия и линия бизнес. Приехали большие корпорации. Научиться не просто говорить друг с другом на понятном языке, а эффективно работать вместе, в команде. Конечно, здесь университет в самом центре. Все будет в нем и вокруг него. Что требуется для того, чтобы считаться вузом с современной цифровой площадкой? Университет, я повторю за министром Фальковым, конечно, может называться университетом, если в нем есть наука. Поэтому университет должен развивать у себя не только образование, не только воспитание ребят, но и научную составляющую, это очень важно. Конечно, университет должен уметь и самостоятельно жить, не только надеяться на поддержку из Москвы, из центра, на бюджетную поддержку, но и уметь зарабатывать деньги самостоятельно, на науке, на инновационных проектах. Здесь цифровая трансформация, это такая матрица, вокруг которой все строится. То есть это и коммуникационная матрица, уметь взаимодействовать с партнерами далеко от Якутии. Это и экс-среда, где приходит бизнес. Здесь, конечно, нужны какие-то цифровая платформа, на которой будет взаимодействие. Не менее важной темой рабочей повестки форума стали наука и взаимодействие с молодежью. Какой диалог между представителями разных сфер может оказаться наиболее полезным? Молодежь, и даже в частности молодежь в науке, это одна из ключевых задач в целом госполитики в этом году. Университет — это самое правильное место, где вести с молодежью разговор об этом. У нас прекрасное участие разных координаторов молодежной политики на государственном уровне. Вчера долго выступал руководитель Росмолодежи Александр Бугаев. Прилетела целая делегация президентской платформы «Россия — страна возможностей», которые там 4 или 5 мероприятий проведут. Миноборнауки участвует, Департамент молодежной политики. Эта тема в самом центре нашей дискуссии. Вчера президент Ран Сергеев, наверное, столько же говорил о важности работы с молодежью, молодежной политики по научному вектору, столько же, сколько мы обсуждали, собственно, саму науку.
Насколько острым является вопрос цифровизации и геостратегических территорий России? Наверное, один из приоритетных, потому что геостратегические территории по определению находятся далеко от центра, то есть они по периметру России. Здесь вопрос коммуникации, оперативности, стабильности связи — это все первоочередные вещи. Поэтому здесь цифровая трансформация, цифровизация, наверное, в самом центре проблемы. И здорово, что мы об этом не просто много будем говорить, но и конкретные решения. Сегодня второй день форума, и цифра, вот с нее начнем говорить. То есть сегодня как раз много говорим о цифре, как цифра может помогать образованию, науке, молодежи коммуницировать, в чем проблемы, как их решать. Евгений Станиславович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаем вам плодотворной дальнейшей работы. Спасибо. О роли вузов в инновационном развитии страны мы говорили с научным руководителем экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгением Сжоновым. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию в общественных местах и оставайтесь с нами.